Находимся на Купели водоканала. Это рядом со столицей Якутии. А еже светитеся водам сим, силою и действием нытим Святого Духа Господу помолимся. Господи помилуй. А еже дароватися им благодать и избавление, благословению Иорданову силу и действием, и наитим Святого Духа Господу помолимся. Господи помилуй. А еже сокрушитеся сатане под ногами нашими вскоре, и разорите всякому совету лукавому, движимому наны. Господу помолимся. Господи помилуй. Якогда Господь Бог измет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойный соделает обещанных благ, Господу помолимся. Господи помилуй. О еже просветитеся нам просвещением разума и благочестия, наитием Святого Духа Господу помолимся. Господи помилуй. А еже не спаслати Господу Богу благословения Иорданова, и осветите воды сия, Господу помолимся. Господи помилуй. Вода – это природа. Любой человек, и тем более любой якут верит в природу, да? И вода – это часть природы. Она имеет свою энергетику, подает человеку силы, жизнь. Этим все сказано. А еже быть и в воде сей, освящение, дару грехов избавлению, во исцеление души и тела, и на всякую пользу изрядную, Господу помолимся. Господи помилуй. А еже быть и в воде сей, приводящей в жизнь вечную, Господу помолимся. Господи помилуй. Аминь. Мир всем, Духове Твоему, главы ваша, Господи, ви преклоните. Ты бойся освящения нашей, Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троицкое вися поклонение, родители, в благосвидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествовавший слави сие утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родители, в благосвидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествовавший слави сие утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Мороз нынче грозный хозяин, непреклонный сердитый барин. Ходит по лесу он, потрескивает, с нетерпением с елок поблескивает. Все дрожит от мороза и прячется, и не шутит с ним, и не дурачится. Лишь мужик наш его не боится, обливаясь крещенской водицей. Крещение, 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 святое очищение, омоем грехи и слезы, водицею с морозом. Крещение, 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 святое очищение, омоем грехи и слезы, водицею с морозом. Освящение воды. Мы молились, если внимательно мы слушали молитвы, то мы молились Богу о том, чтобы Святой Дух сошел на эти воды, осветил их. И эту воду мы используем в течение всего года. Мы запасаемся этой водой, и каждый день, как бы долг православного христианина, это вот пить эту воду. Она служит во исцелении души. Мы просим, чтобы она это служила этим. И от всяких болезней, от злых сил. Вот для чего она нужна, эта святая вода.
потому что это священное действие, которое совершается раз в год, вот великое освящение воды. И я думаю, что все-таки благодать, которая подается Богом, она подается любому человеку, независимо от того, конечно, желательно быть верующим, потому как по вере Господь нам все дает. Но думаю, что даже и неверующим людям, таких людей Господь все равно приведет к вере, возможно, через даже эту купель, через эту воду. Метели с подругами вьюгами, став морозу вернейшими слугами, будет кружиться пляски псковской, по полям в нашей Руси Поповской. Крещение, 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 святое очищение, омоем грехи и слезы, водицею с мороза. Крещение, 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 святое очищение, омоем грехи и слезы, водицею с мороза. Ну, в этом году это юбилейная купель, 10-я купель, которая организовывается водоканалом совместно с ГУП ЖКХ. И это очень здорово. Ну, понятное дело, что все знают, что человек состоит 80% из воды. Вода – это жизнь. Значит, вода – это мощный энергетик, мощный передатчик информации. Соответственно, мы, все работники водоканала, конечно же, связаны и связываем свою жизнь, судьбу с водой. Поэтому то, что вот сегодня достаточно много людей приходят, но они и завтра будут приходить, да, искупаться в нашей купели, это очень здорово. Ну, купель это общенародная, мы только организовываем эту купель, и поэтому, конечно же, любой горожанин в любое время, назначенное время, до понедельника, может прийти, что и делают многие, приходят с семьями, с маленькими детьми. Поэтому купель у нас открыта для всех.